На календаре хоть и 2 сентября, но торжественную линейку в самый главный день всех школьников никто не отменял. Сегодня школьные дворы украшают разноцветные шары и улыбки учеников. Внимание приковано к главным виновникам торжества. Мы с веселыми друзьями, да, на школьном корабле поплывем по морю знаний к неизведанной земле. Почетным гостем на празднике стал Махмуд Али Калиматов. Глава региона поздравил всех присутствующих с началом нового учебного года. Вы составляете начало и основу нашей республики в целом государства. В первую очередь хочу поблагодарить родителей, мам, пап. И вы должны это понимать, что они трудились и трудятся вас одеть, обуть, приобрести вам все принадлежности для школы. У нас сегодня первый класс идут по республике около 9000 детей. Вы только начинаете путь. Остальные, понятно, идут по протоптанной уже дороге. Но особо хотел бы внимание обратить 10 и особо 11 класс. Потому что вы этот год должны приложить все усердия, всю прилежность свою, чтобы окончить достойно 11 классов и выбранный свой путь продолжить дальше. В новом учебном году за парты в этой школе сели более 100 учеников, из них порядка 40 первоклассники. Выучить первый стих на торжественную линейку, завязать белые банты или галстук. Сегодня этот день для них очень важен, эмоций много. И мы стих рассказывали. И еще президент пришел. И какой он? Крутой? А как ты думаешь, что в школе вы будете делать? Учиться. На какие оценки ты хочешь учиться? На 5. А что самое сложное в школе будет, как думаешь? Учить физику. Физику и другие сложные предметы первоклашкам учить пока рано, но для их старших товарищей созданы для изучения таких предметов все условия. Отметил это и глава региона. Сразу после поздравительной речи Махмуд Али Макшарипович осмотрел школу. 2 года назад я сюда приехал, здесь был ужас какой-то. Ужас. Понимаете, а сегодня школа хорошая. Капитальный ремонт здесь провели в 2022 году. Нуждалась школа в нем давно. Здание 1982 года постройки. За это время здесь ни разу не проводили масштабной реконструкции. Сейчас изменения видны невооруженным глазом. Школу отремонтировали, в буквальном смысле восстановили из руин. Сделано очень много переделок было, начиная от кровли, заканчивая отопительной системой, сделали очень добротный, хороший ремонт с увеличением классов, классных комнат. Поэтому мы очень благодарны главе за то, что нас включили в программу развития образования. Новым обновлением второй год не могут нарадоваться и школьники, и учителя. Раньше тут протекала крыша, местами проявлялся грибок, а зимой не работало отопление. Поменяли все, разве что стены остались. Новая крыша, пол, мебель. Нам ремонт очень помог. В классах у нас теперь чисто, уютно, новая мебель, отопление. Но дети очень рады. Довольны, детям нравится. Смешанные эмоции этот праздник вызывает у выпускников. Это их последний год в стенах родной школы и учителей. Вам только 7, а нам уже 17. И детство никогда нам не вернуть. Поэтому хотим теперь признаться, что первочкам завидуем чуть-чуть. Грустно, потому что закончится путь длиной 11 лет, а радостно, потому что начнется новый этап жизни после 11 класса, что-то интересное, новое. Что ты желаешь первоклашкам? Я желаю им терпения, сил, хорошо учиться, слушаться учителей, взрослых. Сегодня сельским поселениям уделяется огромное внимание руководством республики и страны. За последние 5 лет здесь построен дом культуры, отреконструирована школа, обновили асфальтное полотно дороги, а также отремонтировали социальные и религиозные объекты. Кавагдиева, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.